Вы обратили внимание, что на улице, на траве, на деревьях иней? А это значит, что стало еще холоднее, чем было вчера. Доброе утро! Мы с вами в Центре управления Республики Башкортостан. В прямом эфире говорим о происшествиях, какие произошли в республике за минувшие сутки. И как обычно, у нас в гостях представитель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Якшигулова Эльвина Амировна. Доброе утро. Доброе утро. Что произошло за минувшие сутки? За прошедшие сутки на территории республики чрезвычайная ситуация не зарегистрирована. По оперативным данным произошло 27 техногенных пожаров, в котором пострадало 2 человека и погибло, к сожалению, 2 человека. Так, например, на территории Белорецкого района загорелась школа. Что произошло? Загорелись постельные принадлежности, но, к счастью, погибших и пострадавших нет. Еще до приезда пожарной службы эвакуировано было 18 человек, в том числе 6 сотрудников. То есть школа маленькая, она в селе, и благодаря действиям учителей, слаженным действиям учителей и учеников, все детки были эвакуированы? Да, все верно. То есть никто не пострадал, медицинской помощи не нуждается? Нет, все верно. Ну, это хорошо. А причина возгорания? Предварительной причиной возгорания является нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования. Ну, как мы уже повторяем и не устанем повторять, и вновь проговорим, что перегрузка электросетей, электрооборудования, конечно, должна быть под контролем, и если это неисправное оборудование и перегруз, то могут быть последствия. Что еще произошло в республике? Также 5 октября на территории города Уфы с 5-го этажа выпала женщина, но, к сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Причину тоже устанавливается. Силы мужества пережить такую трагедию родным и близким. Скажите, вот сейчас на улице похолодание, давайте об этом поговорим. Вот сегодня я шла, да, и был иней, заморозки, вот как раз-таки вот такая же картина. Какие природные явления могут привлечь к каким-то вот последствиям, опасные явления? На данный момент на территории республики наблюдаются опасные природные явления. Это процессы и явления, возникающие в атмосфере, которые могут оказать или оказывать поражающее воздействие на людей, животных, растения, объекты экономики и окружающую среду. Ну, например, да, давайте проговорим, если это заморозки, то это гололед, правильно? Гололед, он влечет быть более опасным, более внимательным и может повлечь опасности на дороге. Необходимо соблюдать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты и обязательно переобуться. То есть необходимо поменять на машине зимнюю резину. А вот мы часто получаем, да, такие смс-оповещения. Давайте про это проговорим. Информирование населения проводится при помощи СМС-сообщений. При угрозе возникновения опасных явлений в республике с помощью СМС-сообщений проводится информирование жителей об ожидаемом опасном или неблагоприятном явлении. Да, то есть это то же самое, усиление ветра, там какие-то шквалистый ветер, дождь, снег, гололедица на дороге. Это все приходит к нам на мобильный телефон, жителям нашей республики, и предупреждает нас о том, что нужно быть внимательными, как на дорогах, так и вообще, то есть не ставить автомобили при усилении ветра, например, где баннеры или еще что-то там, какие-то старые деревья. В общем, быть очень внимательными. Да, а скажите, какие, давайте проговорим, температурные, вот, да, я вижу у вас подготовлен материал. Да, абсолютно температурный рекорд для Уфы ранее был минус 4,5 градуса, он был зарегистрирован в 1938 году, но в ночь на вторник этот рекорд был побит. Получается, на территории аэрологической станции Уфа-Дема температура воздуха понизилась до минус 6,7 градусов. То есть это вот со вчерашнего дня на сегодняшний день, да, ночью 5 октября был побит минимум. Это 6,7 со знаком минус похолодания. Так. Давайте проговорим тогда, раз уж похолодание, какие рекомендации еще раз. Конечно же, наши все жители республики знают, что необходимо одеваться, да, но все-таки еще раз проговорим, пожалуйста. Уважаемые жители республики, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при понижении температуры воздуха. Надевайте свободную одежду. Не выходите на улицу без головного убора, шарфа и перчаток.
Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, потому что его действие во время переохлаждения опасно. И также в случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Спасибо большое, Эльвина Амировна. Ну, а я напоминаю, мы каждое утро в прямом эфире в Центре управления Республики Башкортостан говорим, какие ситуации происшествий произошли в республике, даем полезные, добрые советы. И просим вас быть очень внимательными, берегите себя и берегите своих близких. Хорошего дня, всего доброго.